Здравствуйте, Илья. Добро пожаловать на Агроволт. Очень эффективно прошел семинар по органическому сельскому хозяйству и сертификации. И, естественно, возникло сразу несколько вопросов. Вообще бытует мнение, что органическое сельское хозяйство – это достаточно затратный вид и бизнеса, и деятельности. А так ли это? Вот ваше мнение интересно. Ну, здесь зависит в первую очередь от компании самой, от ее финансовой ситуации и в целом, как она подходит к расчетам на свое предприятие, так скажем. Как правило, если мы понимаем, куда мы продаем, на какой рынок, если мы правильно рассчитаем все расходы, то органическое сельское хозяйство окажется выгодным. Опять-таки, здесь надо комплекс факторов рассматривать, потому что если мы не берем, например, в расходы те моменты, когда мы используем пестициды или химические удобрения, это сказывается на почве, и в дальнейшем это ухудшается через какое-то время урожайность и другие вот такого плана расходы. Мы же их во внимание не берем, то есть как ухудшается экология от этих вещей и так далее. То есть тогда будут вопросы. Вот. Но если мы берем все эти расходы и будем считать, то в целом это выгодное предприятие. И поэтому в целом в органическое сельское хозяйство и идут. Потому что это альтернатива, в первую очередь, конечно, это агроэкология, то есть мы вклад в экологию, это чистая продукция, возможность самим потреблять, да, то есть это, как правило, семейные хозяйства, которые понимают, что мы сами хотим кушать чистую продукцию, и поделиться да, то есть это с другими тоже, кто хочет это кушать. И, соответственно, если считать, то все это довольно интересно получается. Потому что органическая продукция, она всегда стоит дороже, чем продукция обычная. Это мировая практика. И в эту стоимость закладываются как раз все эти расходы на сертификацию, возможно, какие-то потери урожая, риски и так далее. Кстати, о рисках. Вот какие чаще всего вам приходится слышать опасения со стороны фермеров, агропредприятий в отношении как раз-таки рисков, именно говоря об органике, да? В целом в сельском хозяйстве есть следующие риски при производстве, да, то есть климатические факторы в целом они для всех одни, но риски связаны с засоренностью сорными растениями, заболевания и насекомые. То есть эти три основные момента. И на сегодняшний день химики очень успешно решают эти вопросы, да, то есть решают сорняками, вы можете использовать препараты, вылечить растения и убить насекомые, да. В органическом сельском хозяйстве есть альтернативы каким-то из этих способов. Например, есть биологические средства защиты, чтобы вылечить растения, есть биологические инсектициды, чтобы убить, например, тоже насекомое. Но гербицидов, например, нет. И поэтому для сельского хозяйства органического основной момент или риском является все же сорняки, засоренность растениями, но этот момент при изучении и использовании научных подходов, они есть, то есть это надо изучать иностранную литературу, то есть при правильном севообороте, при правильном использовании техники, то есть этот вопрос с сорняками также можно решить. Вот. Например, можно использовать есть такие штригельные бороны специальные, которые возможно использовать по посевам непосредственно, и он убирает сорняк в стадии ниточки, то есть и в целом с ним возможно до 70% сорняков с поля убрать. Вот. Да. Еще такой вопрос. Среди озвученных вами 4 секторов сельского хозяйства, мы услышали животноводство, растениеводство, аквакультура, да, я бы хотела узнать, на сегодняшний день в какой подотрасли наибольший спрос на сертификацию по органическому земледелию или это животноводство? Что это? В какой подотрасли больший спрос? На самом деле это растениеводство, то есть это самая основная отрасль, она в целом это также мировая практика, в основном растениеводство, потому что с нее начинаются и остальные отрасли. Например, животноводство очень тесно связано. Вы не можете вырастить, например, скотину, если у вас не будет органических кормов. А корма, чтобы произвести, необходимы поля. Соответственно, это вещи связанные. На сегодняшний день
Не все животноводы, скорее это редкость, когда у животновода есть свои поля, и он полностью себя обеспечивает кормами, как правило, он закупает это. Поэтому растениеводство – это первый шаг всегда. И в дальнейшем уже, я думаю, это животноводство и параллельно переработка. То есть переработка – это все крупы, макароны, продукция, вот там, консервы. Это все, что, по сути, продается в магазине, это продукты переработки. Поэтому вот, наверное, в такой последовательности. Я бы даже сказал, растениеводство, переработка и вот животноводство. А если говорить об экспорте, среди тех компаний, которые прошли сертификацию, видимо, это международная, естественно, сертификация, был какой-то экспорт? В какие страны чаще всего? На самом деле, чуть поправлю, пока что это сертификация внутренняя, казахстанская. Да, мы говорим о казахстанском рынке, и сертифицируются те, кому интересен, и, соответственно, да, быть на полках магазинов в Казахстане. Но обращаются компании, которые хотят экспортировать в Дубай, например, или там в арабские страны. Они принимают сертификацию разных стран, европейскую, американскую. И мы сейчас ведем диалог о том, чтобы они приняли стандарты также казахстанские, чтобы можно было с казахстанскими. Сейчас также готовится межправительственное соглашение, то есть мы уже обсуждаем о взаимопризнании сертификатов России в странах СНГ. То есть это взаимопризнание, там есть стандарты российские, казахстанские на сегодняшний день, там в Беларуси есть что-то. Есть также в Армении хороший очень там уровень в целом органического сельского хозяйства. Идет вопрос о взаимопризнании. Вот, ну, если все будет хорошо, то, возможно, в следующем году мы придем. Тогда можно будет с сертификацией казахстанской выходить там, на российский рынок. Но на самом деле для казахстанских производителей российский рынок очень перспективный. Если мы говорим о, например, небольших производителях, если говорим овощи, фрукты или, например, мясо, то есть, конечно, это российский рынок, если мы говорим об экспорте. На Европу экспорт интересен, в основном это зерновики, это крупные переработчики. Они в целом уже, кому уже интересен был этот рынок, уже они давно сертифицируются на самом деле. Уже, я вам так скажу, с года 2002-2003 уже хозяйство проходит европейскую сертификацию, кто-то американскую, ну таких немного. Они уже с этого года сертифицируются и уже экспортируют пшеницу, лен, например, там, подсолнечник, другие там, масличные там, и зерновые продукты на экспорт. Это уже происходит. Вот. Но это мы пока не сертифицируем по европейским стандартам, но мы как инспекторы, мы как представители тоже можем помочь, подсказать и направить. То есть своего рода консалтинг? Ну, нет, не консалтинг, мы как представители. Вот. Потому что консалтинг и сертификация, они должны раздельно идти. Хотелось бы услышать ваши впечатления про Агроволт. Насколько я знаю, вы впервые, да, на нашей выставке? Я был в том году. В том году? Да. Ну, какие впечатления в этом году? Здорово, что в целом проходит это мероприятие, такие выставки, и в этом году видно, как выставка растет, становится больше выставляются иностранных производителей, и на самом деле я благодарен площадке, вам за организацию, что возможно выступить, рассказать, потому что для нас, например, это целевая аудитория. Вот у нас проходят другие зерновые конференции, но все-таки для нас ближе те, кто вот продукцию оставляют все-таки здесь, в Казахстане. Поэтому здорово, что площадка есть, и мы можем выступить. И я желаю вам процветания, чтобы она больше расцветала и становилась крупнее, и больше иностранных производителей, конечно, были. Здесь много с теми же уже знакомые там, с Нидерландов компания и с других стран, с кем мы познакомились. Мы думаем, что будем сотрудничать, мы ищем совместные точки соприкосновения. Я думаю, что у нас выйдет из этого хорошие проекты какие-то. Взаимно хочу пожелать процветания и удачи. Спасибо за интервью. До свидания. До свидания.